В истории каждого народа в силу различных причин бывают периоды, когда забывается нравственное величие предков, когда утрачивается накопленный духовный опыт. Это очень опасное время для любой нации. Духовная амнезия и нравственное безразличие для народа гораздо опаснее кровавых войн и стихийных бедствий. Но нет на земле народа, который бы не хранил в самых глубинных уголках своей памяти нравственный опыт предков. Нет народа, который не имел бы богатой культурной и духовной истории, дающей возможность в самых сложных исторических условиях ухватиться за спасительную нить нравственной культуры, способной вывести его из тьмы смутного времени. Для чеченцев подобной спасительной нитью является древний этический кодекс Коонахалла, в котором отразился духовный опыт народа, социальные и политические особенности его исторического существования. В основе кодекса лежит культ Коонаха, достойного сына своего народа, главным смыслом жизни которого является служение отчизне. Буквально понятие «коонах» переводится как «сын народа» и является не случайным и вполне обоснованным. Согласно историческим преданиям, орден Коонахи был влиятельным воинским объединением, которое играло важную роль в политической жизни страны. Поведение Коонаха и образ его жизни жестко регламентировались. Малейшее отклонение от норм кодекса лишало его этого высокого звания. Поэтому уже в то время понятие «коонах» стало синонимом чести, мужества и благородства. Но и после того, как орден прекратил свое существование, коонахами чеченцы по-прежнему считали людей, которые сочетали в себе высокие моральные качества с беззаветным служением своему народу и отечеству. И со временем древний воинский кодекс трансформировался в общенациональный этический кодекс. Кодекс Коонахалла в определенной мере перекликается с европейским рыцарским кодексом и бусидо японских самураев. Во всех них мужество осмысливается прежде всего как выдержка и самообладание в любой ситуации, а честь признается единственным сокровищем, за которое можно отдать жизнь, не раздумывая. Рыцаря, самурая и коонаха отличает благородство по отношению к врагу и желание победить его в равном и открытом бою. Их характерной чертой является проявление уважения к побежденному врагу и его личному достоинству. Принципиальное отличие кодекса рыцаря и бусидо состоит в сословном характере, где верность господину является первостепенным качеством. Кодекс же Коонахалла является демократической этической системой. Он не признает сословных и имущественных ограничений. Коонахом может стать каждый, если достигнет определенного нравственного совершенства. Коонах проявляет уважение к другим, независимо от их сословной принадлежности, их материального достатка, а по их личным качествам. Долг Коонаха – это внутреннее осознание своей священной миссии служения Родине. Это акт доброй воли. Для Коонаха важно не только следование своему долгу, но и нравственное соответствие этой высокой миссии. Иначе она будет несостоятельной. В ценностной шкале чеченцев выделяется 3 уровня категорий. Первый – радующие глаз, то есть видимые. Ларам – почтительность, уважение.
Йох – лицо. Гилак – этикет. Второе – радующие сердце, то есть менее заметные. Инхетам – милосердие. Ниисо – справедливость. Эсденгала – благородство. Третье – невидимые. Адамалла – человечность. Ценоа – духовная чистота. Эс – память. Собор – выдержка, терпение. Именно невидимые ценности считаются базовыми и присущими прежде всего коноху. Главной целью и смыслом жизни коноха является служение своему народу и Отечеству. Интересы народа и Отечества для него всегда выше личных интересов. Ради Отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда и ни при каких обстоятельствах конох не поступается личным достоинством. Высшим проявлением служения коноха является защита Отечества от нашествия врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства предпочтительнее для коноха, чем жизнь в бесчестии и позоре. Созидательный труд во благо Отечества является таким же долгом коноха, как и защита своей страны. В любых обстоятельствах конох должен проявлять уважение к Отечеству и выбору своего народа. Он должен уметь подчинять свои личные пристрастия и предпочтения этому выбору, даже если при этом ему придется поступиться своими убеждениями. Конох должен помнить о том, что для него Отечество, личное достоинство и честь дороже жизни. Но когда он вынужден выбирать между интересами Отечества и своей честью, конох должен покинуть Отечество. В служении Отечеству конох не ждет благодарности за свои деяния. Для коноха нет выше награды, чем благодарная память своего народа. Разум управляет поступками и чувствами коноха, а сердце помогает ему избежать крайностей. Основа отношения коноха к миру – это человечность. Все, что находится за ее пределами, коноха недостойно. Сущность человечности в мудрости и гуманном отношении к миру и людям, в милосердии и сострадании. Гуманность и милосердие коноха проявляются не только в сострадании к людям, а в их защите и помощи.
Конах должен быть милосердным прежде всего к слабым и беззащитным. Справедливость – истинная мера в отношениях Конаха к людям. Он всегда справедлив к другим, так же, как и к себе. В своих действиях по отношению к людям Конах исходит из принципа взаимности. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Благородство Конаха проявляется не только в справедливости, но и в почтительном уважении к людям, независимо от их возраста и социального статуса. В общении с людьми Конах предельно вежлив, сдержан и скромен. Главным богатством Конаха является его честь и личное достоинство. Все иные блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив. Но утраченная честь обретается вновь через достойную смерть. Духовная чистота – это зеркало, в котором отражается внутренняя сущность Конаха и его деяния. Без нее не может быть подлинной человечности и сострадания. Истинное мужество проявляется в терпении и умении управлять собой и ситуацией. Безумная храбрость – это мужество с закрытыми глазами. Она простительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка Конаха – это мужество знающего, это осознанный шаг навстречу смерти. Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью Конаха. Сущность мира Конах познает умом и сердцем, а сущность веры – сердцем и душой. Конах должен всю свою жизнь стремиться к глубокому постижению сущности веры и сущности мира. Конах должен постоянно оттачивать свой ум, должен постигать мудрость и опыт других, изучать науки, дающие ключ к познанию мира. Так как только через знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости. Конах должен быть скромным в религиозных ритуалах. Он никогда не подчеркивает своей религиозности, не подменяет истинной веры формой. Для Конаха внутренняя сущность веры всегда важнее ее внешнего проявления, так как первое угодно Всевышнему, а последнее – Конах готов достойно встретить любые испытания, которые ему пошлет судьба. Но он помнит, что Всевышний всегда оставляет ему выбор между добром и злом и готов ответить за свой выбор пред Богом и людьми. Надежда на Всевышнего не покидает Конаха никогда. Она помогает ему и в неравной битве, и в любых сложных обстоятельствах. В ней источник его внутренней силы и терпения. Конах терпимо относится к представителям других религий,
не навязывает силой и принуждением им своих взглядов или образа жизни. Насилие приводит к лицемерию, а оно несовместимо с истинной верой, ибо сказано в Коране: «Нет принуждения в религии». Средства достижения цели для конаха не менее важны, чем сама цель. А поскольку цель у него может быть только благородной, то и средства ее достижения должны быть нравственными. Конах никогда не посягает на личное достоинство и честь других людей. При этом он должен быть снисходительным к их слабостям, к их ошибкам, по возможности избегая ненужных ссор и столкновений. Конах должен уметь не только отстаивать свою правоту, но и выслушивать чужое мнение, соглашаться с ним, если оно истинно, признать правоту, уступить в споре или ссоре является не слабостью, а проявлением благородства. Но должна быть мера как уступчивости, так и настойчивости. Сделанное ему добро конах возмещает многократно, ведь благодарность является чертой благородного человека. Сам же он не ждет благодарности за содеянное добро. Конах должен достойно вести себя и в веселье, и в печали. Тень грусти на лице и мрачное молчание неуместны на пиру, так же, как смех и многословие во время тризны. В любой ситуации он должен проявлять выдержку и спокойствие. Конах должен уважать и почитать своих родителей, должен заботиться о них, должен обеспечивать их старость. Он должен делить с ними не только кров и хлеб, но и радость и горе. В своей семье конах должен быть таким же справедливым, как и в обществе. И в наказании, и в поощрении он должен быть ровным и сдержанным. Он не должен опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Конах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. Ум, мужество, деяния конаха должны оценить прежде всего окружающие. Но даже субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять самого себя. Честь и достоинство женщины для конаха неприкосновенны. Конах никогда не позволит в своем присутствии обидеть женщину. Жизнь женщины для конаха неприкосновенна вдвойне. Конах ни при каких обстоятельствах не поднимет на нее оружие, даже в виде угрозы. Конах никогда не причинит боли и страдания детям. Нет такой цели, во имя которой конах мог бы пожертвовать их жизнью и их здоровьем. Закон гостеприимства для конаха священен. Конах, не сумевший защитить своего гостя, обречен на позор и презрение.
Поэтому жизнь и свобода гостя для него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя, совершившего преступление. В чужой стране конах должен не только соблюдать ее законы, но и уважать ее обычаи, традиции, и следовать им в той мере, в какой это не задевает его национального достоинства и конфессиональных убеждений. В этом выражается его благодарность за воздух и хлеб этой страны. Благородство конаха проявляется в культуре его поведения. Дружба для конаха священна. Ради дружбы конах готов на любые жертвы. Настоящего друга он любит как брата, уважает как отца и почитает как дорогого гостя. Защищая своего друга, конах не щадит своей жизни. Он в равной степени познается и в дружбе, и во вражде. Великодушие – это мера отношения конаха к врагу. На войне конах должен соблюдать меру дозволенного по отношению к врагу, не давать воли чувству гнева и озлобления. Конах проявляет по отношению к побежденному врагу благородство и милосердие. Он предпочитает благородного врага ненадежному другу. Конах не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненному врагу он обязан оказать посильную помощь, так же, как сделал бы это для любого другого человека. Конах по возможности избегает поединка с более слабым противником, так как любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать оружие и быть снисходительным к нему. Конах не должен уклоняться от боя с сильным противником, но он всегда предпочитает мир войне, если такое возможно, без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству. Конах обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии, помнить своих предков, уважительно относиться к своему прошлому и к истории своего народа. Конах в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела, для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Конах отвечает за свои слова и поступки. Он выполняет данное им другим людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает данной им клятвы. Здоровое честолюбие может быть присуще конаху, но зависть к чужой славе или богатству недостойна его. Там, где зависть, не может быть человечности, а следовательно, искренности и милосердия. Чувство соперничества может помочь конаху быстрее достичь цели, но оно неуместно по отношению к другу или брату. При этом соперничество во имя отчизны благородно, во имя личной славы
недостойна. Конах должен избегать лжи и клеветы, как и людей, от которых она исходит. Он никогда не говорит о людях того, чего бы не сказал в их присутствии. О мертвых или попавших в беду конах говорит хорошо или не говорит ничего. Правдивость и искренность конаха истекают из мужества, но нет ничего более недостойного для него, чем лицемерие. Оно возникает из подлости и трусости и почти всегда порождает предательство. Учтивость и почтительность не должно переходить в заискивание и низкопоклонство перед богатыми и влиятельными людьми. Особую почтительность конах должен проявлять только по отношению к женщинам и старейшим. При этом почтительное отношение к старшим – проявление воспитанности, к женщинам – проявление мужественности, а к младшим – проявление благородства. Ни при каких обстоятельствах конах не посягает на чужую собственность. Конах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, в том числе и физические страдания. Конах с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. Конах бережно и с состраданием относится ко всему живому. Никогда без необходимости он не срубит дерево, не сломает травинку, не причинит вреда ни одному живому существу. Конах всегда готов к смерти, ибо нет ничего вечного в этом мире. Но конах не должен стремиться к смерти и без необходимости испытывать судьбу, ибо жизнь есть высший дар Всевышнего человеку. Смерть конаха должна быть такой же достойной, как и вся его жизнь.